از زمان آستان تا باستان ایجاد و هنر وسیله تربیه انسانیت بوده است. رسالت آن باشد بر شانه آنهایی است که در عالم زیبایی پرستی، نوگرایی، نگاه تازه و باخیرتانه و نظر پردازی های سازنده نفس نفس قلبشان تپیده است. نبض قلب های این زمره انسان ها برای فرهنگ و هنر می تپند و با ایجاد و تازه آفری نفس می گیرند. ایشان مثل ستاره های در فضای هنری برای رشد و نموی فرهنگ ملی روشنگری دارند. اگر دستگاه نواربرداری نمی بود شاید فیلم هم پیدا نمی شد، زیرا به نوار یا نواربردار فیلم وجود داشته نمی توانست، چون که فیلم این خود نوار است. سلام بینندگان گرامی، برنامه اختران هنر است منظور شما و قهرمان نوبتی برنامه باشد یک از نواربرداران با مهارت و در کسب خویش صادق رستم محمد جانوف هستند که این لحظه درباره‌شان برایتان قصه خواهیم کرد. با ما باشید عزیزان. رستم محمد جانوف 3 اکتبر سال 1947 در اویله زیایی تولد شده است. سال 1972 فاکولته نواربرداری دانشگاه دولتی کینماتوگرافیستان شهر مسکو را ختم نموده به وطن برمیگردد. بعد ختم افگیک رستم محمد جانوف به خدمت حربی رفته ادای خدمت حربی را با سری بلند پس سر می کند. نام برده در کیناستودیوی دولتی توجیک فیلم فعالیتش را از سال 1966 همچون نواربردار آغاز نموده نخست فیلم های حجتی، سپس از سال 1974 به نوار گرفتن فیلم های هنری و بدیعی را شروع کرده است. مرد خودش پتنکین است، مرد خودش خاکسار است. Я считаю его великим оператором. Як морды зиёи, интеллигент. Я жду вас. Вот мой мандат. Вы ранены? Ничего, пустяки. Пройдет. Здесь была засада, видимо, поджидали вас. Большая банда. Берг цел. А что ему сделается? Банде известен ваш маршрут. Надо сбить их со следа. Это приказ. در چگونه اویله تولد شدید و به کمال رسیدید؟ Отец мой был очень известным человеком. Один из первых подводников в Советском Союзе. В 1935 году он поехал, увезли его в Ленинград. Он закончил школу, училище подводников. И 10 лет прослужил на подводной лодке, воевал. А потом журналистом был. Он работал во всех основных больших таких журналах. «Коммунист», «Тоджикстан Совет», и замредактор был. Ну, журналистом. Его ближайший друг был такой писатель Ходжа Содык. И он... Когда я сказал, что я хочу работать в кино, отец сказал: да нет, не надо, несерьезно. Единственное, кто меня поддержал, вот как раз покойный Ходжа Содык. Он сказал: пусть идет куда хочет, не мешай ему. А откуда это у меня появилось? Я когда был... Мне было 14 лет, меня послали от республики в Артек. Артеки, вдруг я приехал, там идут киносъемки. Такой известный режиссер Марк Донской был, он снимал фильм. И там эпизоды были, как-то ассистент проходил, ну я такой восточный вид у меня был. Он говорит: пойдем на съемки. Привели меня на съемки, посадили рядом, посадили темнокожего, китайцев посадили, и меня там, я не знаю, за кого там они представили. Я увидел съемки, ну, естественно, зачарован был. Мне интересно было, эти огромные приборы были, камера огромная, много народу вокруг помогают, гримируют. Я думаю, наверное,
мне надо пойти в оператор. Итак, каждый день в 17 часов 15 минут они встречаются на 23-м километре. Как сказал кардинал Мазарини, то, что известно троим, будет известно всем. Аванти! А? Вперед! Иди сюда. Хэмс! Будь здоров. Я узнал, надо фотографией заняться. Мне было 14 лет, мне дали какой-то аппарат, фет или что. Я начал заниматься фотографией. И когда я уже поступил в знаменитую мастерскую Бориса Израилевича Волчика. Это знаменитый советский оператор был, который снимал фильмы «Ленин в октябре», «Ленин 18», ну, такой официально считался одним из лучших операторов. У него курс был тоже знаменитый. Там учились и заканчивали знаменитые операторы. Рейерберг. Там, ну, все известные операторы учились у него. Смотри-ка! О! Хорош, ничего? Где взял? Где взял, там уже нету. Чеки! Японцы! О! Лихие у тебя мальчишки! Побольше надо срезать на поворотах! Понятно? Вера, ты не бойся на виражах! Все неуверенно очень делаешь, понимаешь, робко! Вот посмотри, как Сереж делает! Видишь, как хорошо? Ну, поехала! Поехали! На втором курсе специально поехал на картину «Сказание о Рустаме». Режиссер Борис Алексеевич Кимиагаров был. На практику. У нас все остались на Мосфильме, весь курс там работали ассистентами, а я приехал в Душанбе и попал в Исфару. Там такая красота, такие пейзажи, я вообще просто зачарован был. یعنی در فیلم رستم و سورا به اسفر رفتی. فخری من تا کنون حد نداشت. ندیدم یگان جان زنده 20 سال. 20 سال. دلت زنگ بست است اما دیگر فراموش کن. میهنن در خطر. ولی نیز دشمن ندارد شتاب. یقین حال سهراب گردد خراب. قسم میخورم به پیمان خود بندم. تو پیمان خود را بجا آوری. قسم میخورم که سهراب رحمی نبیند ز من. Сфара прямо перед глазами до сих пор. Я мечтаю, пока возможность будет, съездить по местам съемок. Я там много фильмов снимал. «Заложник» снимал, потом еще одну «Ночь Шахерезады» снимал там. Ну, а Борис Алексеевич вообще почти половину фильмов своих там снял. Ну, попал в армию, год отслужил, приехал. В это время мои сокурсники, с кем я учился, такие режиссеры, Олег Тулаев был,
Мирзаянс, оператор, мы все вместе в одно время учились. Они уже снимали. Я опять подошел к Давляту, говорю, как мне быть? Пока я служил в армии, я уже забылся. До этого какой-то фильм снял, вроде бы понравилось. Давлят говорит, пойдем со мной работать. И следующую картину он меня рекомендовал на кинокомедию «7 похищенных женихов» Сападу Хамиду. И вот это первая картина. Саидбек, прошу прощения, но я тронут и восхищен вашим мастерством. Камолака хотел бы сфотографировать вас, он вложит в эти фото всю свою душу художника. Не надо, не надо. На минутку. А? Кто это? В жизни не видел девушки прекрасней, чем она. Вы должны мне помочь найти ее. В долгу не останусь. С его приходом в таджикском кино началась новая форма съемки в современном виде его. И Рустам был фактически новатором нового направления в киноизображении в таджикском кинематографе. اون سالها برای رستم محمدجانов یک سال طلایی بود اون دوره، چون که یک فیلم تمام میکرد با فیلم دیگر دعوت میکرد، یک فیلم تمام میکرد با فیلم دیگر دعوت میکردن. نه هر اپراتورای خیلی با فیلم بند میکردن، لیکن این قریب تمام میکرد با فیلم دیگر تمام میکرد با رژیسورهای گوناگون من تاجیک فیلم و غیر تاجیک فیلم هم فعالیت کرد. در یک سو تو حتی 2 فیلم رو میگرفتم. یک فیلم رو با آخر میرسوندیم، فیلم بناور گرفتم. در رژیسور در زنگ میزد میگفت که رستم جان هم فیلمونا باید کنیم که یک سنر من با تو میدونم. بعد اون کس من با تلفن میکنم میگفتم که что там еще фильм пойдем снимать или нет? Yani махорати баланд доран, да? Я всегда преклоняюсь, Борис Алексеевич, конечно, он масштабный режиссер, все он известный. Тахир Мухтарович где-то на уровне по популярности, по известности был. Я восхищаюсь Тахиром Мухтаровичем Сабировым. Это человек, в принципе, как сказать, из актеров стал режиссером. У него такой взгляд на жизнь, вот это, если вы помните фильм Марги Судхор, это, я считаю, самая лучшая картина в истории таджик-фильма. Вообще. По всем параметрам. И по мастерству режиссера, художника, костюмы. Все там. И, конечно, покойный Захир Тусматов. Это великий актер. Жалко его мало снимали. Оби хунук да био. Оби яхчак да био. Арой ширин, тарбузи ширин да био. Мазе шабина. Ана нонигар. Ана оби хунук. Кабоб да био. Анавай, мебини, шикам калон. کی؟ انا همان فربه و سالن شوربای روغنی پختم ممکن در نظر قشاق می نماید نهاد پول داشته باشد. ممکن پول نداشته باشد اما میگویند که او یافته میتواند. پس مرا با او شناخت کن. ایمان از من بر اینها میترسد. تو خودت برو. Тавер Собер пригласил меня на свою картину. И я перед глазами этот фильм. Но он уже снимал сказки, уже время было такое суровое после войны и все. И мы решили сказки снимать. Для того, чтобы люди просто отдохнули, чтобы люди отвлеклись от этой жестокой реальности. Это 90-е годы. Я 3 картины, 3 серии снял с ним. Снимали в основном в Ялте, кроме Таджикистана. И в Сирии? В Сирии, да. У студии هم نوارهای بهترین. بعد ما میگفتن هم یکی نسود یک وایب مشهور میگفتن که
закон крупного плана и профессионал ин Рустам Мухаммаджонов. То, что он создал, то, что он делал, каждый его фильм — это целая эпоха в таджикском кинематографе. он корҳое ки Рустам Муҳаммаҷонов дар филмҳои машҳури тоҷик филм кардааст хеле наворҳои диданиву касбӣ буда ҳамагӣ мондагору нотакроранд. Филмҳои ба навор гирифтаи Рустам Муҳаммаҷонов ҳамеша зери таваҷҷӯҳи бинандаҳо ҳастанд. Оператор, который создает образ, вырисовывает образ, их сегодня фактически нету в Таджикистане, а он является именно одним из тех, который создавал образы героев через изобразительное искусство. И это был для таджикского кино что-то новое после, допустим, Рустама и Сухроба. дуруст аст ки мегӯянд ки наворбардор пеш аз ҳама коргардон аст ки баъдан наворбардор мешавад. Яъне агар диди коргардонӣ набошад наворбардор шуда наметавонад. Я с самого начала знал, что кино снимает режиссер. Да. Я старался его быть глазами. Я постоянно с ним общался. А есть операторы, которые, они, может, талантливы, может, они давят на режиссера. И так получается, есть много историй кинофильмов. Они операторские великолепные, но пустые. Картину все-таки режиссер снимает. И я вот всю жизнь этого принципа, этому принципу верен был. Что я не второй человек, не третий, не четвертый. Мы вместе все одна группа. Фильмы получаются, когда группа дружная. В фильме «Бехтарини» Рустам Мухаммаджонов, яъне наворбардор, таҳиягар, ин фильми «Заложник», «Гаравгон». ин яке аз филми аввалин сар кардем. баъд не ки филмҳои рангае ки чандин мукофотҳои кино гирифтанд, ин филмҳои Шейхи Ризада шумо дидагӣ будед, яъне рангҳои хушрӯи ба тавре ки Рустам Муҳаммаҷонов заҳмати ҳамон кас. он филмое ки ба навор мегирифтем, ва филм дар пленка мегирифтем ва он вақт пленкаҳо манам чароғ света бисёр мехӯрданд ва бисёр вақт ҳамин светмонӣ, як свети бадии мондан бисёр вақти асабонӣ буд, вақти бисёра талаб мекард. баъд ҳунармандонам асабӣ мешуданд, амон
осветителомон вай мешунан, асаби мешунан. Ҳама коркунҳои ман иҷодӣ ки буд, лекин Рустам инамин ором, батамкин, хушрӯй, бо маданият, агар чизе мешуд мебахшед, инамин мегуфт, вай мегуфт мемон, чизе ки вай ба дар кор буд, ҳамонам мемон сёмка мекардем. Бардоштем. Бардоштем. Ойста. Ҳозир камтари дигар бос. Рафт. Бале. худи кӯдак барин. Чаро худро азоб дода бардошта омадед? муҳаррикаш нағз. ҳамаш ба ҷо. муҳаррик? беҳуда овардед. ту гуфтанӣ ки муҳаррик аз маҳмадали мо боқувваттар аст? ҳозир месанҷем. бисанҷед. хоб, рафтем. 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 фишорро баланд кун. фишорро баланд кун. ана митавр. хурсандона. боз. бобоҷон, беҳуда зур мезан. мошин аз вай бақувват аст. не, ту зур дарӣ. қуввати дили ман. шуд, бас. хомӯш кун, хомӯш кун. гуфтед ки тоҳир собиров яъне ҳунарманд буданд, баъдан коргардон шуданд. шумо боре ҳам яъне ба худ мақсад нагузоштед ки наворбардор ҳастед ва шояд рӯзе коргардон мешавед дар ҳамон Ҳеҷ вақт. Я люблю свою профессию, но у каждого человека должна быть самооценка. Бале. Что стоишь. Но если я чувствую, что я не смогу, и зачем вы это делали? Не надо. Надо чтобы каждый человек занимался своим делом. Режиссер. У нас многие операторы становились режиссерами. Но он в первую очередь все равно оператор. Он только смотрит композицию, смотрит игру, смотрит там атмосферу, изображение. А режиссер видит глубже. Он раскрывает актера. Оператор — это тяжело. Оператор — технический человек. Но правда он художник, создатель. Он знает, как снимать, какое настроение в кадре передать. Но я говорю всегда, оператор — это глаз режиссера. Все, мне не было никогда и не хотел. Все режиссеры стремились к тому, чтобы работать с ним, снимать вместе с ним, чтобы он снимал их фильмы. Из этой комнаты ты выйдешь с женой Саидбека. Не будет этого! Откройте! Сейчас! Разогнался. Кавказская пленница. Так. Ой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Слушай, если тебе скучно, можешь помыть посуду. Эй, вы! Я согласна вымыть посуду. Дайте мне теплой воды и полотенце. Запомни, мышкины страдания, кошки забава. Гафар, у меня есть идея. Негодяй! Отпусти меня! Не смей! Отпусти, мерзавец! Гафар, опомнись, что ты делаешь? кадрҳои композитсиони аҷоиб мекард, кадрҳои глубинаҳои вай бисёр ҳамон объёме ки вай мекард, кадрҳои комбинированӣ мегуфтанд, омехта вайҳоям қати оператор дута сета мешуданд, макето қати сёмка мекарданд. Рустам
бо як хислати ваям дошт. Хислати дошт ки болои мошин хатара ҳеҷ вақт чиз намекард, ҳис намекард. Болои мошин овизон мешуд, сёмка мекард. Болои асп кори операторӣ меҷуст мекард ва ҳамин буд ки ҳамин кори вай буд ки кори навоварии вай ҳамин буд, кофтукови ҳамин буд ки маҳбуби тамоми коргардонон гашт, маҳбуби тамоми ҳунармандон гашт. Ты ничего не сделал. Бек, да ты чё? Бек, не надо. Не надо, Бек. Не надо, говоришь? Не надо! Там я не мог. Бек, выслушай меня. Там я не смог! Бек, я не смог, когда они мимо. Подумал, может, там в аэропорт поехал, а их уже кто-то, а при них ничего. Какой аэропорт? И баула никакого уже не было. Как это не было? А вот так, не было, и все. Он работал с выдающимися режиссерами. И все режиссеры мечтали с ним работать. Такие как Юнус Юсупов, Тахир Мухтарович Сабиров, Мухаддас Махмудов. Это те режиссеры, с которыми он много снимал. И фактически все фильмы Юнуса Юсупова снимал именно Рустам Мухамеджанов. И эпохальный фильм Тахир Мухтаровича Сабирова, это сказка «Тысяча одной ночи», который снимал Рустам Мухамеджанов. корҳои зиёд доштед дар бисёр филмҳо. Ягон хотираи хуш ҳаст ки ҳамеша шумо ёд меоред? ё ин ки фарз кардем масалан он филме ки шумо наворбардорӣ кардед, тариқи оинаи нилгун тамошо мекунеду боз ҳамон хотираҳо ёди шумо меояд, ҳамон лаҳзаҳо. По фикрам Афсонова, Шахризада, барое ки ин барои мо аҷоиби вақт буд. Беҳтарин лаҳзаҳо буданд? Беҳтарин лаҳзаҳо ва Тоир Мухторович. Куда летим, почтенный джин? Я лечу, чтобы бросить тебя в безводной пустыне, маловоспитанный. Ты не уберег талисман и заслужил еще худшей смерти. А что может быть хуже? А вид отсюда прекрасный. Если бы не приказ моего нового господина, я бы вышвырнул тебя из клетки, и ты, еще не достигнув земли, был бы растерзан ветрами. Мне они дороги, все эти фильмы. Где-то удачные, где-то неудачные. Но большинство, может, неудачные. Но все равно каждый кадр я вот вспоминаю. Каждый кадр — это и горестные моменты. Мои друзья, с кем я учился, к сожалению, рано ушли. Один режиссер Олег Тулаев, 48 лет. Мирзаян, 50 лет. Это же совсем мало. Они ничего не успели сделать. Я уже не говорю ни о режиссерах молодых.
На работу я в киностудию приходил как на праздник, никто не поверит. Потому что каждый день новое. И мне приходилось снимать и известных российских актеров. Бондарчука снимал с Юнусом Юсуповым, снимал Ромашина, Хмельницкого, Борю. С ними ездили в Сирию, «Завет 9 пророков» снимали. Поэтому сейчас мне кажется, что это и действительно это самые лучшие годы и самые лучшие фильмы. Да. Даже, может, тогда, если посторонний человек посмотрит, скажет, да, это неинтересно или скучный фильм. А это как твои дети. Значит так, пока мы не обезвредим эту компанию, работать вы здесь больше не сможете. Почему? Ну почему? Потому что здесь действуют очень решительные и опытные люди. Потеряв троих сообщников, они даже не остановились. А мы рисковать вами не имеем никакого права. Я считаю этот вопрос исчерпанным. Я несу ответственность за вашу охрану перед правительством Сирии и запрещаю продолжение всяких работ. Более того, на случай срочной эвакуации мною вызван специальный вертолет. Вы сказали, среди них есть местные. Я убежден в том. Судите сами. Все дороги, даже тропинки к монастырю, все мы прикрыли. В ближних деревнях дежурят тоже наши посты. Полеты вертолетов всегда под нашим контролем. И тем не менее, эта группа все время рядом. Тут все ясно, их прячет кто-то из местных жителей. Его опыт, это целая школа, его школа, его необходимо приглашать, чтобы он передал этот опыт, передал свое знание, свое понимание кинематографа сегодняшнему молодежи. И какой было бы от этого выигрыш, и какую базу он внес бы и дал бы современному молодежи. Ягон шогирд тайёркунам, рафта институт ба дарсиям, ягон донишкадаба ёки донишгоҳба, маҳораташон ки баланд аст, ман мехостам ки он кас донишашона барои ҷавонон пешниҳод мекардам. Хочу сказать, что у меня надежда и уверенность, самое главное, что есть. 1000 лет Таджикистан не имел независимости. Никуда же народ не исчез. Никуда не исчезли великие поэты. Наоборот, даже в таких тяжелых условиях. А сейчас мы уже свободны. Все в наших руках. Мы независимые. Только если мы сами будем что-то делать, сами будем о чем-то мечтать, что-то куда-то идти вперед, у нас будет все нормально, я думаю. Потому что я вот смотрю даже всякие в интернете конкурсы, там смотришь таджики, здесь смотришь таджики. С конкурса красоты опять таджички. Там последняя была мисс Обаяние, мисс Вселенная в России. Первое место таджичка заняла. Мне приятно, потому что мы никогда не пропадем, потому что мы древняя нация, мы великий народ, будущее у нас великое. Ман барои Рустам фақат саломати ва муваффақият мехоҳам. Умри зиёд. Все приходящее, все уходит. Остается то, что ты делал. Вот. А Рустам делал многое для таджикского кинематографа. рустам муҳаммадҷонов аз умраи онҳое мебошад ки дар рушду такомули синамои тоҷик саҳми беназир доранд. ӯ ҳамчун наворбардори кордону шоиста дар қатори сарсупурдагони кинои тоҷик варис кимягаров, тоҳир собиров,
анвар тураев ва монанди инҳо фаъолияти назаррас нишонда хазинаи тиллоии кинои тоҷикро бою рангин гардонидааст. аз ҳаёт ва рӯзгори Рустам Муҳаммадҷонов то андозае дар ин барнома мо гуфтем, шояд дигарҳо ҳам гуфтанд, вале баёнгари маҳсули кору заҳмати ӯ наворҳои бардоштааш мебошанд, ки дар пардаи синамои тоҷик солҳои сол намоён мегарданд.